Калі мы маем год жанчыны афіцыйны, то задамо резоннае пытанне, дык а што ўвогуле дзяржава павінна, абавязана, мае падарыць вось жанчынам, і у каго нам пра гэта запытаць? Як не у Вольгі Лойкі. Менавіта Вольга. Галоўная рэдактарка плана Б. Прывітанне, Вольга. Привет, да. Віншуем цябе з 8 сакавіка. І адразу, які бы падарунак ад беларускай дзяржавы ты хацела? Ну вот, Алина, ты уже хорошо сказала, да, про закон о домашнем насилии. Было бы неплохо. Ну, на самом деле, женщине надо, ну вот кроме цветов, внимания и вот этих очень пространных рассуждений, очень простые вещи. Забота о ее здоровье. Да? Доступность медицины, доступность того, что доступно уже во всей Европе, во всем мире. Да? В Беларуси только в январе, по-моему, наконец-то зарегистрировали вакцину Гардасил-9 от вируса папилломы человека. Да? Везде она доступна, везде она уже в национальных календарях. У нас она пока доступна только платно в Беларуси. Да? Ну вот чем мы можем защитить женщин, девочек и сделать им отличный подарок в виде их здоровья. Ну, еще очень важная штука, это зона ответственности женщины, это забота о стареньких, о маленьких, да, чтобы можно было ребенка отдать в сад, в ясли, в школу, в хорошую поликлинику, чтобы головной боли у женщины было меньше, чтобы за стариками можно было организовать досмотр, это тоже зона ее ответственности, и многие очень тяжело переживают этот период, когда надо заботиться о ком-то из старшего поколения, и о своих родителях, о родителях мужа, и так далее, да. А в Беларуси, допустим, частных домов престарелых не осталось, и я знаю очень много людей, которые прям, половину бюджета у них уходит на то, чтобы это организовать, да. Ну, а сказать, что женщина друг человека, это, в общем-то, несложно, это можно делать каждый день, вот, собрать там специально отобранных женщин, и как-то удобных в быту. Да, да, да. А вот подарить всем женщинам, чтобы им было легче, радостнее, чтобы они были здоровы, это немножко так Вольга, сложно. ну, все-таки, вось у нас у апытанцы было, прагучало такое меркаванне, што галоўнае все-таки увага. Ну, а столькі ж увагі надзяляецца, тут і год жанчыны, тут і ездзіць Качанова, іншыя высокія чыноўніцы па рэгіёнах расказваюць жанчынам, як наколькі яны ценны для государства, што вот ражаць вот трэба. Неужо вот мало гэтай уваги замест вот этих вот... Я бы сказала, даже несколько избыточная, потому что рожать надо, работать надо. У нас у мужчин продолжительность жизни такая, что, в общем, вся надежда на женщин. И пенсионный возраст, видимо, поднимать им будут. Ну, в общем, бабоньки, да, все держится на вас, да, поэтому мы будем ездить и убеждать. Ну, сделайте, чтобы женщина больше получала, да, чтобы она не работала на двух работах. Хотя бы атрымлівала столькі дакладна, колькі мужчына, бо ў сцяж у Беларусі жанчыны атрымліваюць менш. Так, прыкладна, на абсолютно, абсолютно. Паводле статыстыкі. І пры гэтым ёсць шэраг прафесіяў недасяжных для жанчын. Там змяняецца перыядычна вот этот пералік, але у сцяж застаюцца. Ну, там большинство все-таки тяжелая физическая работа. То есть здесь я бы там сильно не настаивала. Ну, Конституция у нас все-таки не под женщину. Не под женщину написана. Вообще, ну, эта жизнь вообще не под женщину написана в Беларуси. Да? То есть женщина — это такая боевая единица, которая в общем... Боевая и працаздольная, я бы сказала. Абсолютно. Абсолютно. У нас узровень занятости жанчын нават вышэйшы, чым мужчынаў. З чым гэта звязана, скажи, калі ласка? Слушайте, ну а семью кто тянет? Ну, женщина тянет, да, всех стареньких, маленьких, и заодно еще эту сильную половину человечества очень многим приходится. Плюс мужчины многие заняты в неофициальном секторе, да, они меньше привязаны к социалке, они могут ездить на заработки, а женщина, она дома, она на хозяйстве, она на работе, она все на ней. Вольга, ці можна неяк эканамічна патлумачыць тым людзям, якія, на жаль, прымаюць сёння рашэнне ў Беларусі, датычна ў тым ліку правоў жанчын, ці можна ім патлумачыць вот, эканамічную выгоду ад таго, каб жанчыны ў Беларусі пачуваліся лепей, былі больш абаронены, была сапраўды гэтая роўнасць, а не вот папросту пахаць. Чаму фемінізм выгодны мужчынам таксама? Слушайте, ну это пытались объяснить, что сейчас, допустим, ищут рабочие руки в самых разных местах. Тунеядцев, алкоголиков, пытаются как-то их социализировать. Да? При этом количество женщин, которые могут работать, хотят работать и готовы работать, оно большое. Женщины работают дольше мужчин, и многие продолжают работать на пенсии. Там учителя у нас, это там, почти все женщины, это понятно. Но инфраструктура.
опять, чтобы ребенка можно было отдать в ясли. Только вот в этом году наконец-то началась эта суета. Пусть женщина сама решит, готова она или не готова, допустим, там, годовалого ребенка отдать в ясли и выйти на работу, допустим, на полставки. Возможность гибкости, возможность гибкого рабочего дня, что, опять, Удаленная везде праца, принято. так Абсолютно, само зараз. удаленная работа. И она будет работать, и гораздо надежнее, потому что реально на ней забота и ответственность. Чтобы можно было старику нанять сиделку или соцработника, или тяжелого больного поместить в какое-то учреждение, платить за это деньги и выходить на работу. Да? Ну, многие женщины десятилетиями привязаны к дому, к семье, и все держится на них. Тяжелая, неблагодарная работа, вся семья фактически там тебе будет постоянно говорить, что там ты не работаешь, ты ничего не делаешь, ты там всего лишь вот подай, принеси и на домашнем хозяйстве. Это очень тяжело. И многие женщины могли бы приносить гораздо больше пользы. Есть много профессий, где важно оставаться в профессии, не делать больших перерывов, где важно выйти достаточно рано, ну и чтобы при этом не чувствовать вины перед этим ребенком, которого ты там куда-то сдал. Калі шмат гаворым вось пра дзяцей, пра дагляд за дзецьмі, сям'я, наколькі ў Беларусі сёння ёсць магчымасць гэтыя функцыі, каб, напрыклад, браў на сябе мужчына, муж, бацька дома, то бок Дэкрэтны адпачынак. Каб мужчына дэкрэтны пайшоў адпачынак, замест каб жанчыны. ён туды пайшоў, каб Ну, есть же случаи, да, но это опять, это общее должно быть, это общая атмосфера в обществе, да. Здесь, допустим, принято быть вовлеченным, и я вижу белорусских родителей, которые, я точно знаю, в Беларуси не были вовлеченными, здесь начинают вовлекаться больше, больше и больше, да, потому что вокруг, ну, на детской площадке мужчины с детьми, в бассейне мужчины с детьми, в кафе мужчины с детьми, и все таки, ну, это норм, да, это наша новая норма. А когда у нас это не принято в Минске, в Беларуси, да, там, ну, значит, не принято. Вот мы имеем то, что имеем. Вот. Ну и общий вайб, вот этот общий вайб семейный, он немножко отличается. Да? Я вот тоже смотрела эти ролики все 8-мартовские. Милиция меня впечатлила, но еще больше меня впечатлил хор девочек в этих в коричневых платьях и в белых фарточках. Да? Что такое фартук вообще? Где-нибудь в 21 веке мы видели, ну, горничные, наверное, еще в порнофильмах это бывает, да, чьи-то фантазии. Ну, кто носит фартук, передник, да, зачем из девочки делать, ну, вот это? Ну, служачую такую, ведаеш, Абслугу. прислугу, Да, фактычна, да, то бок да. прывучаюць да гэтага самага маленства. Вольга, ведаем яшчэ таксама, што паводле статыстыкі беларускі часцей за беларусаў маюць другую яшчэ дадатковую працу. Мала таго, што ёсць адна праца, мала таго, што ёсць Домашняя, дзеці, да. мала таго, што ёсць дом, і яшчэ ёсць падпрацоўка. Як так? Ну, во-первых, у нас минимальная зарплата, она сильно отстает от той, которая минимально необходима для выживания, тем более для выживания семьи, да, поэтому женщине приходится брать вторую работу, потому что на первой она тупо получает мало. Ну, и мы знаем, что у нас еще есть проблема большой задолженности по алиментам. Очень у многих это и в эмиграции, и в Беларуси это очень тяжелая тема, когда папа не участвует финансово. Поэтому кто у нас получит, внесет, так сказать, вклад? Вторую зарплату принесет мама. Вот. И с этим тоже надо что-то делать, да, и женщинам это будет очень большая помощь, да. Сколько мужчин платят от минималки, сколько имеет задолженность по алиментам. То бок мы складаем сёння спіс, што трэба зрабіць. Закон аб хатніх гвалце раз, дапамога ў атрыманні аліментаў 2, прышчэпкі ад віруса... И не только, полностью не только, весь помощи. пакет Да, меддапамогі. да. И Ну, социальная дык инфраструктура, да, по детям, по пожилым, да. Між тым дзяржава на гэта адказвае сваёй статыстыкай. Калі кажа, што у нас прыкладна палова пасадаў у рознага кшталту дзяржарганізацыях, гэта все-таки жанчыны. Хаця калі мы капаемся ў статыстыцы, глядзім, калі вышэйшыя дзяржаўныя пасады, там ужо значна меншы адсотак, 17%. Ну да, вот единственную женщину-министра у нас уволили, потому что Лукашенко всех вызывал на мужской разговор, а с ней мужской разговор не получился. Знаете, я решила подойти с другой стороны. В государственной должности депутаты – это хорошо, да, там можно искусственно поддерживать вообще любой баланс, да. Я взяла топ-100 наших бизнесменов, да, крупнейших белорусских бизнесменов, и женщин там 6, да. Ну, я еще взяла, правда, список политзаключенных, отбывающих, значит, наказание в колониях, и там белорусок около 15% получается, да. Ну, то есть вы понимаете, что мы догоняем среднее, но не там, где надо, да, то есть белорусский в бизнесе реализоваться
не могут. Я не думаю, что не хотят, но на самом деле вот эта общая атмосфера высокорискового, такого очень напряженного всего, она влияет на то, что женщине в бизнесе, в большом, не присутствуют. И те, кто присутствует, там есть специфические кадры, вроде подруги семьи Лукашенко, допустим. Да? Ну где же ей оказаться, как не там? Да рэчы, калі казаць пра вялікую колькасць там жанчын у дэпутатак і гэтак далей, гэта, як ты казала, штучна створаная сістэма, у якой жанчыны насамрэч не ўплываюць на прыняцце рашэнняў. А самае галоўнае ў палітыцы гэта ці ты маеш уплыў на што адбываецца, ці не маеш. Імпакт, дакладна так. Поэтому нам патрэбны жанчыны, якія сапраўды маюць імпакт. Ну, ёсць у нас жанчыны і ў беларускіх дэмакратычных сілаў, якія набіраюць моц. Мы памятаем, як все крытыкавалі аб'яднаны пераходны кабінет, калі там была Святлана Ціхановская і зусім не было жанчынаў, і потым жанчыны пачалі з'яўляцца. Слухайте, ну мне здаецца, якраз тут ситуация все-таки полепей. И Светлана Тихановская, лидерка демократичной Беларуси. У нас есть и Ивонка Сурвила, белорусская президентка белорусской народной Мы теперь республики. находимся на Белсаті, яким кірує так само, Аліна кірує, то ситуация тут полепей выглядает. И можем мы говорить, вот, что про демократичная Беларусь, вот наколькі она в огуле просунулась вот, у разумении, у реализации вот, этой роўнасці. Ці можем тут говорить, что вось это альтернатива здоровых людей, альбо так само есть куда имкнуться. Ну, я знаю, мне кажется, что элемент случайности тут тоже есть. Понятно, что мужчины просто раньше оказались в тюрьме, просто потому что Лукашенко недооценил, да, ну вот Тихановского он боялся, а Тихановскую вообще не считал за субъекта. Поэтому тут это его просчет, это его вклад, так сказать, в гендерный вопрос наш. Ну, на самом деле это важно, это более здоровая атмосфера, это вот кроме вот этой агрессивной жесткой конкуренции есть еще какие-то другие слова, другая риторика. Ну, мне она очень важна, такая, которая без агрессии, которая за любовь. Она многих раздражает, что у нас тут война, а вы, значит, о невероятных и так далее. Ну, я не знаю, ну, женщинам это точно важно. Слышать, что они невероятные, что они влиятельные, что они важные, что они имеют импакт, да, а не просто там друг человека, украшение стола, удобное в хозяйстве. Да. Просто статистичная необходимость. Да, вот тебе тюльпаны и твой день 8 марта, а в остальные дни ты молчишь. Калі, Аліна, не супраць, яшчэ знаю, што одно пытанне у нас засталося. Хацеў тады ўдакладніць, калі пра дэмсілу ўжо гаворым. Гендерныя квоты, вось, которые з мінулага склікання Координацыйнай рады і цяпер, здаецца, яны зноўку будуць. Гэта окей, альбо гэта, ну, я не ведаю, як это, альбо гэта нейкая дапамога дадатковая, якая паказвае, што жанчыны без квотаў не могуць самыя прайсці. Як ставіцца да гэтых квотов? Ну, я пыталась вникать в этот вопрос, потому что мне казалось, что, ну, как, ну, нет, какие квоты, да, ну, равенство так равенство. Ну, нет, на определенном этапе это важный момент для вовлечения, для того, чтобы... Стимулирование такого. Да, для того, чтобы женщины сами не, скажем так, не соскакивали. Мы же часто говорим, что, ой, слушай, у тебя лучше получится, да, ой, ну, давай ты, я там буду помогать, а давай лицом будешь ты, да. Их тоже важно подтолкнуть к этому и сказать, нет, дорогая, лицом будешь ты давно мозг этого, а сейчас ты будешь еще и лицом этого. И будешь говорить от себя, и у тебя отлично получится, и тебя многие поддержат. Это тоже важно. Оля, дзякуй вялікі. Гэта класная поэнта нашай размовы. Але яшчэ папрашу цябе павіншаваць нашых беларусак са святам. Вось камера. Некалькі натхняльных словаў для наших цудоўных жанчынаў. Девчонки, вы классные, вы невероятные. У нас все получится. Свободы нам, весны, праздника. Ну, и рядом надежных мужчин, которые не один раз в году про нас вспоминают, а всегда про нас думают, поддерживают, вдохновляют, ну и верят в то, что мы можем.